Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале «Якутия-24». О событиях сегодняшнего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И вот главные темы сегодня. Социально значимые государственные и муниципальные услуги станут еще доступнее. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Глава региона Айсен Николаев подписал указ о дополнительных правилах поведения для граждан и организаций в период распространения коронавируса в республике. Стимулирующие выплаты для медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, начнут выплачивать по новым правилам уже с ноября. Жатай оказался одним из самых прогрессивных населенных пунктов Якутии. Расскажем почему. Автомобильные дороги на вечной мерзлоте станут еще качественнее. В Якутии начато изучение грунтов дорог республиканского значения. Любимцы республики белые медведи Колымана и Алмаз получили новые игрушки. Расскажем, как обитатели зоопарка Артудайду готовятся к зиме. Дополнительные правила поведения для граждан и организаций в период распространения коронавируса вступили в силу в республике. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Так, якутян обязали соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 метров в общественных местах и автобусах, кроме такси. Жители республики должны самоизолироваться минимум на 14 дней при выявлении у сожителей симптомов острых вирусных заболеваний до получения диагноза и в том случае, если они оказались контактными. Также режим самоизоляции объявили для якутян с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам старше от 65 лет. Граждане обязаны носить медицинские маски и респираторы, за исключением жителей наслегов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения. Руководители должны предоставить своим сотрудникам средства индивидуальной защиты. В случае, если работник контактировал с больным коронавирусом или острыми вирусными заболеваниями, его обязаны перевести на удаленную работу. Также предприятия должны приостановить работу при угрозе безопасности работников и посетителей. По данным Республиканского оперативного штаба, за последние сутки в республике зарегистрировано 127 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 81, в Нюрбинском районе 6, в Мирнинском 5, в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Устьянском по 4, в Анабарском, Верхневилюйском, Тампонском, Усть-Алданском по 3. Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию. За прошедшие сутки в республике проведен 5391 тест на коронавирус. Легальных, летальных исходов от COVID-19 2. Со вчерашнего дня в республике действует указ главы республики Саха-Якутия, по которому предусмотрена прежде всего обязанность граждан в случае, если в их семье среди контактов, с которыми они проживают, есть лица, которые непосредственно болеют острыми респираторными заболеваниями. Глава республики Саха-Якутия призывает вас находиться дома, работодатели отстранить таких людей от работы до выяснения ситуации по диагнозу, который, соответственно, может быть вам поставлен. Нефтяная компания РНГ появилась в Мирнинском районе несколько лет назад, но за это время успела стать одним из социально ответственным недропользователем. Она спонсирует различные проекты на территории своего присутствия. В Мирном такая работа налажена с центральной районной больницей, куда РНГ поставляет все самое необходимое. Роман Муконин продолжит тему. ИВЛ – аббревиатура из 3 букв, которая расшифровывается как «искусственная вентиляция легких», в этом году стала известна многим. До эпидемии COVID-19 так называемые вентиляторы использовались при заболеваниях, когда больной не может дышать самостоятельно или дыхание затруднено. В текущих условиях подобные тяжелые состояния могут быть вызваны коронавирусной инфекцией, поэтому такие аппараты сейчас жизненно необходимы. Мы хотели бы вам передать этот новейший портативный аппарат ИВЛ. Его основное преимущество заключается в том, что он мобильный, его можно очень легко транспортировать. И мы надеемся, что с его помощью удастся облегчить ваш труд и спасти не одну жизнь. В РНГ проделали масштабную работу, чтобы не пустить инфекцию на производственные объекты. В результате всплеска заболеваемости удалось избежать. Теперь компания помогает и другим. Данный аппарат очень удобен, потому что он мобильный для транспортировки тяжелых больных. Например, для того, чтобы с провизорного отделения либо инфекционного стационара перевести на компьютерную томографию.
Найти подобный аппарат на свободном рынке сегодня почти невозможно. Все они поставляются в первую очередь для медицинских учреждений, и за ними стоит целая очередь. Но РНГ это удалось. На сегодняшний день закупка любого высокотехнологичного медицинского оборудования, особенно необходимого для борьбы с коронавирусной инфекцией, является крайне непростой задачей. Количество ограничено, спрос повышен. Таким образом, даже ради одной единицы приходится задействовать огромное количество ресурсов. Но нам это удалось. РНГ будет и в дальнейшем помогать районной больнице. В этом году медики уже получили несколько уникальных аппаратов. Это были мониторы пациентов, на которые выводится вся информация о больном, а также необходимые врачам кардиографы. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Медикам с ноября будут платить стимулирующие выплаты в зависимости от отработанного времени. Для этого готовятся документы, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По словам министра, медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени. Мурашко также добавил, что все стимулирующие выплаты для медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно. Тяжелые формы аллергии, а также злокачественные заболевания крови и кровообразования, острые инфекционные, неинфекционные и хронические заболевания в стадии обострения являются противопоказаниями для введения вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». К другим противопоказаниям также относятся первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Детям до 18 лет также нельзя проводить вакцинацию из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности препарата. В ведомстве также отметили, что ожидаемая дата регистрации вакцины остается прежней – 15 октября. Тем временем в столице республики продолжаются рейды по выявлению нарушений ограничительных мер и соблюдению масочного режима. За период 12 по 13 октября в 12 муниципальных районах и городском округе город Якутск усилены контрольные работы. Так проведено всего 249 выездных рейдов, выдано 30 предостережений, 35 предписаний, составлено 10 актов комиссионного осмотра, 8 протоколов об административном правонарушении, вынесено одно определение. Проведено всего 135 профилактических бесед. В том числе административной комиссии со сводной группой оперштаба города Якутска совместно с Министерством предпринимательства проведено 31 выездная проверка. Из них 25 объектов торговли, 4 объектах общепита, в одном развлекательном центре, в одном объекте бытовых услуг и в одном фитнес-центре. Всего составлено 8 актов комиссионного осмотра, 3 протокола по части 2 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации, также 1 протокол по статье 3.8 КоАП Республики Саха-Якутия. Проведено всего 19 профилактических бесед. За прошедшее время 8 дел было направлено на расследование, на рассмотрение в административном порядке в судебные инстанции. Главам муниципальных образований было направлено письма о проведении санитарных и профилактических работ в еженедельном режиме в рамках исполнения указа 1466 от 9 октября текущего года. В основном, значит, нарушение именно несоблюдение дистанции. Первое, второе, значит, нахождение без масок, СИЗов, значит, несоблюдение предприятиями и так далее, всех санитарных требований. Глава Якутии Айсен Николаев 13 октября в режиме видеоконференц-связи принял участие в пленарной дискуссии Международной научно-практической конференции «Пандемия-2020. Вызовы, решения, последствия». Участники конференции обсудили актуальные вопросы, связанные с особенностями вируса COVID-19, профилактикой опасной болезни, работой волонтерских движений, государственной информационной политикой во время пандемии. В своем выступлении Айсен Николаев более подробно остановился на наработанном регионе опыте. Учитывая особые условия
условия жизнедеятельности региона, территориальные и климатические особенности в северных и арктических районах республики, в сельских поселениях, городах и крупных районных центрах вводились разные уровни ограничительных мер. Благодаря этому удалось избежать экономического коллапса и социальных потрясений, удержать темпы реализации крупных инфраструктурных проектов и строительства объектов в рамках национальных проектов. Навигация 2020 года практически завершена. На текущий момент завершены перевозки каменного угля, нефтепродуктов, газоконденсата, сырой нефти, метанола, сельскохозяйственной продукции и социально значимых продовольственных товаров. Перевозка продукции производственно-технологического назначения находится на стадии завершения. Несмотря на то, что эта навигация является одной из сложнейших за последние годы в связи с пандемией коронавируса, лесными пожарами и низкими уровнями воды, все участники завоза жизнеобеспечивающих грузов в республику успешно справились с поставленными задачами. В Якутск с рабочим визитом прибыли представители государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В Якутии ведется строительство нескольких объектов при участии госкорпорации. Два из них – сооружение по очистке канализационных сточных вод и многоквартирный жилой дом строится в поселке Жатай. Подробнее о том, как Жатай оказался одним из самых прогрессивных населенных пунктов Якутии, расскажет Александр Хавренко. Заявка на строительство очистных сооружений в поселке Жатай была одобрена в Фонде содействия реформированию ЖКХ летом этого года. И уже сейчас на месте ведутся активные работы. До конца года планируется обустройство свайного поля, а к концу 2021 года сооружения должны быть сданы в эксплуатацию. В этом году летом была одобрена заявка Республики Якутии на финансирование из средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» около 250 миллионов рублей на строительство очистных сооружений. И мы рассчитываем, что город Жатай, он всегда находился на таких передовых позициях, как прогрессивный город, где были построены в Якутии впервые энергоэффективные дома, также получит уже в следующем году новые очистные сооружения. Второй объект, который возводится в Жатай с привлечением средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, многоквартирный дом. Он практически готов, и уже в ноябре 36 семей из Жатая въедут в новые квартиры. Примечательно то, что этот дом построен с применением энергоэффективных технологий. Соответственно, это скажется и на снижении квартплаты гражданам порядка примерно на 20%. Дом построен очень качественно, вовремя. Я надеюсь, что в Новый год жильцы переедут и встретят в своих квартирах. Строительство дома заняло чуть более 1,5 лет. А представители фонда отмечают, Жатай – это первое муниципальное образование на территории Якутии, где полностью ликвидировано аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. С такими показателями республика может и в дальнейшем рассчитывать на содействие фонда при строительстве важных социальных объектов. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Жатай. Сейчас короткая реклама. Смотрите на канале Якутия-24 далее. Социально значимые государственные и муниципальные услуги станут еще доступнее. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Автомобильные дороги на вечной мерзлоте станут еще качественнее. В Якутии начато изучение грунтов дорог республиканского значения. Любимцы республики белые медведи Колымана и Алмаз получили новые игрушки. Расскажем, как обитатели зоопарка Уртудайду готовятся к зиме. Это итоги дня. Мы продолжаем программу. Президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 года обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. Кроме того, Путин поручил правительству России разработать и обеспечить внедрение на уровне регионов и муниципальных образований типовых регламентов предоставления социально значимых госуслуг в электронном формате, в том числе с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг. Президент также поручил Кабмину принять порядок упрощенной выдачи неквалифицированной электронной подписи для пользователей, имеющих учетную запись в специальной государственной информационной системе.
Государственная комиссия по вопросам развития Арктики выступила с инициативой обратить внимание на необходимость разработки стандартов развития арктических городов в рамках программы формирования комфортной городской среды. Сбором предложений и критериев займется специальная рабочая группа. Подходы к развитию поселений в арктическом поясе серьезно отличаются от тех, что применяются в регионах с умеренным климатом. Например, правила комплексного подхода к развитию территорий должны учитывать преобладание низких температур, сильного ветра, период полярных ночей. Помимо этого, они должны соответствовать демографической ситуации регионов и учитывать в том числе вахтовые методы работы. В регионах, расположенных на вечной мерзлоте, могут изменить технологию строительства автодорог. По заказу Управления автомобильных дорог Якутии начато изучение грунтов 3 дорог республиканского значения – Умнас, Нам и Амга. Результаты исследований призваны в конечном счете изменить правила строительства автодорог. На нескольких участках дороги НАМ в мерзлых грунтах установлены датчики, с помощью которых наблюдается динамика изменения температуры, объем грунтовых вод. В 50 метрах от дороги на глубине 15 метров температура сегодня минус 2,9 градуса. На самой дороге датчик опущен на глубину 20 метров. Температура на разных глубинах отличается на 1, 1,5 или полградуса. Мониторинг организован на разных участках дороги. Это у нас второй ключевой участок данной дороги. Характеризуется по типу местности как террасовый, в отличие от первого. Первый был склонного, это террасовый. Здесь у нас имеет большое развитие термокарстовых процессов. Вот они, озера с обеих сторон. Глобальное изменение климата сильно влияет на вечную мерзлоту. Верхние грунты постепенно меняют свои свойства, а это отражается на устойчивости дорожного полотна. Современные правила строительства не учитывают состояние грунтов. И буквально год-два наблюдений позволит нам сказать о особенности инженерно-геологических условий для того, чтобы дальше проектировать эти дороги с определенными, наверное, или новшествами, или с определенными моментами, как это правильно делать, в какое время, как подсыпать, где делать насыпи высокие, где это делать нельзя. То есть это нам даст возможность как раз правильно строить дороги. О том, что изменение климата необходимо учитывать при строительстве дорог, специалисты говорят уже больше 10 лет. И вот организованы первые исследования в этой области. Сегодня вот эти исследования, они должны расширяться. Я думаю, что на следующий год мы должны выйти на федеральный уровень и, привлечь федеральное финансирование для Института, мерзлотоведения, чтобы вот эти исследования, в более широком охвате были по всем автодорогам Республики Саха-Якутия, по федеральным нашим дорогам и по дорогам местного значения. Мониторинг за температурными изменениями грунтов дорог НАМ, Умнас и Амга будет вестись 2 года. И его результаты должны изменить весь процесс строительства дорог на вечной мерзлоте. Юлия Михайлова, Семен Семенов. Новости, Якутск. О кризисе, оптимизации и диверсификации Валроса и коронавирусной угрозе компании. Об этом глава компании Сергей Иванов рассказал в интервью телеканалу «Алмазный край». Бесконечные разговоры, что вот там мы ищем покупателя там на одно, другое, третье. Слушайте, еще раз, там, 5-й раз, уже, каждый год говорим, мы не собираемся продавать ни Вилюйскую ГЭС, ни Алроса Газ, ни Алроса Авиа, ни Алроса Лена, потому что это для нас критические цепочки по доставке наших грузов, доставке наших жителей района, авиакомпания, и выполнение сложных задач в части логистики, грузов, вертолетный сегмент, малая авиация и так далее. Вилюйская станция снабжения нашей компании электроэнергии. Часть Алроса Газ мы в ближайшее время планируем вложить несколько миллиардов рублей в новую установку комплексной подготовки газа. Газификация удачного. Несмотря на кризис, мы проект не приостанавливали. Мы нашли консенсус с ФАС России, с Игорем Юрьевичем Артемьевым о том, как правильно газифицировать удачно Айхал, какие мы вышли на правильные, устраивающие нас и республику, и все контролирующие органы уровень тарифов, инвестиционный тариф. Все эти проекты будут развиваться. Интервью уже вышло в эфире наших коллег, а подробный текстовый вариант интервью выйдет на этой неделе в газетах «Саха-Сире» и «Якутия», а также в сетевых ресурсах республики.
Телятник на 200 голов открыли в селе Батамай Ленского района. Животноводческий комплекс подобного формата первый в республике. Уже прибыли племенные нетели из Архангельской области, 100 голов. Больше 20 из них разродились. Эти и другие телята будут размещены в новом телятнике, где все оборудовано по современным требованиям. В этом году предприятие начнет заниматься разведением племенного стада. Подробности в материале далее. Белые стены, аккуратные загоны, светло, чисто и уютно. Даже не подумать, что это помещение для телят. Впрочем, эти малыши нуждаются именно в такой обстановке. После посещения старого телятника сразу видишь разительную разницу. Новый животноводческий комплекс на 200 голов открыли в Батамае. Основные затраты на себя взяла администрация Ленского района. Она вложила 20 миллионов рублей. За такое активное участие в развитии сельского хозяйства поблагодарили руководство района замминистра сельского хозяйства Якутии Николай Афанасьев. Перспектива района есть, потому что по овощеводству, по развитию крупного рогатого скота, и еще в Батамае сейчас будет развиваться и табунное коневодство. Планы большие, я думаю, эти планы реальные. Люди работают, главное, район поддерживает. В этом году мы еще поддержали завоз скота и нетелей из вне республики, с Архангельской области завезено 100 голов коров завезено. В будущем мы хотим даже делать племенное хозяйство для республики, для поставки холмогорского скота для республики Саха-Якутия. Сегодня предприятие Батамайское показывает хорошие результаты. Так, сено запасли 360 тонн, тогда как в 2019 году 219. В этом году поставлен рекорд по заготовке силоса – 2300 тонн. Раньше эти цифры были не более 1000. Заготовка молока уже перевыполнена более чем на 50%. А благодаря новому телятнику предприятие сможет организовывать круглогодичный забой скота и поставлять свежее мясо на реализацию в магазины ежедневно. Следующий этап до Нового года мы постараемся запустить в работу новый молочный цех, с новой голландской сыроварней, с новым оборудованием. Сегодня развитие сельскохозяйства – это развитие вообще всех поселков района. Это не то, что мы сегодня только Батамай. Соответственно, у нас следующий этап – это строительство свинофермы, скажем, в Наторе, строительство птичников, ЧМЧК в плане у нас. Следующий год уже до мая месяца начнем строительство коровников в Атанахаре. Начнем где-то с июня месяца монтировать тепличное хозяйство в Северной Нюе. О перспективах развития Ленского района как сельскохозяйственного, статус которого он получит с 1 января 2020 года, поговорили на рабочем совещании при замминистре Николае Афанасьеве в администрации района. Затем делегация во главе с Николаем Афанасьевым побывала в бывшем здании молокозавода, который сегодня реконструируют. Здесь будут перерабатывать мясо, рыбу, дикоросы, а также появится хлебопекарня. В скором времени Ленский район сможет самостоятельно обеспечивать себя необходимыми продуктами питания. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Новые игрушки получили любимцы республики белые медведи Колымана и Алмаз. Радостную новость сообщили сотрудники зоопарка Ортодойду. Подарок животным вручили опекуны всех белых медведей в стране – компания «Роснефть». Нам повезло. Все-таки состоялись, да? Но он же видно было, нет, что уплыл, и он его там кто-то. Новые игрушки – уже второй подарок, который получают медведи. Только первые на пробу оказались не такими прочными, поэтому эти пришлись медведям как нельзя кстати. Тем более, что погода сейчас весьма подходящая для резвых игр. Новые предметы, они всегда обогащают среду обитания животных, да, в искусственных условиях, которые содержатся, помогают им развивать мышление, развивать свою моторику, двигательную активность. Поэтому для животных это, тем более таких высокоразвитых, как хищные млекопитающие, очень полезно всегда. Ортодойду – единственный зоопарк, работающий в экстремальных условиях. Зимой зоопарк продолжает работать в прежнем режиме. Многих животных переводят в теплые вольеры. Ну а кого вы точно не увидите с наступлением холодов, так это бурых медведей. В отличие от своих белых собратьев, уже в ноябре хозяева тайги укрываются в импровизированных берлогах. Сотрудники зоопарка рассказывают, с августа по сентябрь бурые мишки активно наращивают жировую массу. Как говорится, отъедают бока. Тем не менее, к октябрю у них происходит спад активности и аппетита. Зоопарк подготовился к зимовке, корма все заготовлены. Вот, животные откормлены, да. Уже птицы все переведены в теплые вольеры, практически все. Вот, и остались еще у нас водоплавающие, они до октября, даже иногда до конца октября на озере плавают. По копытным тоже у нас все сено заготовлено, веточный корм заготовлен в достаточном количестве, да.
Будем надеяться, что зима выдастся приятной не только для Колыманы и ее медвежонка. Тем более, что многие животные в Ортодайду прекрасно подготовлены к зимовке благодаря пушистому меху и заботе сотрудников зоопарка. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Хангаласский район. Наверное, самой распространенной ассоциацией у людей, которые слышат выражение «девушка СССР», является спортсменка, комсомолка и просто красавица. И в случае с нерюнгринкой Лидией Широбоких эта ассоциация является верной. Наши коллеги встретились с Лидией Егоровной, продолжая цикл сюжетов о первостроителях города. Родилась Лидия Егоровна в 1944 году в поселке Тыркында возле Алдана. В свои 16 лет Лида упорхнула из родного дома в большой город Якутск. Получив в училище знания, необходимые для того, чтобы начать работать, юная девушка снова переезжает. Со мной девчонка была, тоже училась на продавщицу. Она говорит: Лида, там у нас открывается город Мирный. Алмазы, алмазы. И у меня, значит, в глазах эти алмазы, я их не видела, в глазах засверкали алмазы. Ну, романтика, девчонки молоденькие. Здесь Лидия Егоровна работала в столовой. Белый халат, чистота и опрятность. Но активной девушке хотелось на передовую. Она вступает в комсомольские ряды и отправляется добровольцем на стройку в поселке Чернышевский на реке Вилюй. Взяли меня сначала скалолазы, знаете, лазить. Взрывали ребята комсомольцы взрывали, а мы, значит, нам дали щетки, ну, там, типа, с одеждой, все этими щетками мы в этих скалах лазили, очищали от этой, ну, породы, чтобы бетон ложить чистый, этой основа была. Ну, вот так и так работала там. Там я висела на доске почета везде, там я познакомилась с первым мужем, вышла замуж. Выполнив свой план работ и отдав Вилюю 20 лет, Лидию Егоровну снова зовет дорога и жизненные перемены. Коммунисты говорят, в городе строится город Нерюнгри, бам-бам, загремело, зашумело, там бам-бам, мол. И я, значит, чемодан в руки, ну, у меня было 2 чемодана, у людей было по одному, а мы же северяне. 1 августа 1978 года Лидия Егоровна вышла на котельную в новой для себя должности кочегар и проработала в этой сфере до 2000 года. В Нерюнгри встретилась со вторым мужем и родила вторую дочь. Здесь Лидия Егоровна нашла свое место и уже теперь не хочет надолго уезжать из родного края. Я уезжаю и через 2 недели домой хочу. Я люблю лес, вот этот лес, здесь я бегала. Сегодня активная и душой молодая Лидия Егоровна надевает свои любимые украшения, шляпу, красит губы и выходит на улицы родного города. Встретиться с подругами, сходить на культурное мероприятие. Любит также собрать ягоды и насладиться красотой природы, а зимой покататься на лыжах. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Такими оказались итоги дня сегодняшнего. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием ситуации. До встречи в эфире.